Здравствуйте, уважаемые журналисты, доброе утро. Сегодня речь пойдет о планах МЧС на следующий год. У нас в гостях первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Мамбетов Азамат Муратович. Здравствуйте еще раз. Добрый день. С вашего позволения начнем с вопросов. Давайте. Пожалуйста, расскажите для начала, сколько ЧС было в этом году и каких было больше всего? Относительно чрезвычайной ситуации, 2024 год был одним из сложнейших годов, потому что по республике было зафиксировано максимальное количество чрезвычайных ситуаций. Если цифрами перейти, то тогда около 130 крупных чрезвычайных ситуаций. В результате этого погибло, к сожалению, 67 наших граждан. И, конечно, материальный ущерб на сегодня перевалило за миллиард и составляет 1,340 миллионов сомов. Кроме этого, кроме этих чрезвычайных ситуаций, у нас по республике также регистрируется большое количество чрезвычайных происшествий. То есть на сегодняшний день общей сложности около 2500 чрезвычайных происшествий. И также, к сожалению, в рамках этих чрезвычайных происшествий также погибают люди. На сегодняшний день именно в результате этих происшествий погибло 251 человек. Это в основном это пожары, это крупные дорожно-транспортные происшествия. И, конечно, это летнее время было, это основная масса гибели людей. Это связано с несоблюдением мер безопасности во время купального сезона. И кроме этого я хотел бы сказать, что на сегодняшний именно этот год запомнился большим количеством селевых потоков. По республике произошло 335 селевых потоков. И трагично то, что мы потеряли 22 наших граждан. В основном это были дети, подростки. И, конечно, основной материальный ущерб именно приходится именно селевым потоком. Если общий материальный ущерб на сегодняшний день составляет 1,340 миллионов сомов, то 1,250 только именно в результате селевых потоков. Да? И на сегодняшний момент именно в связи с тем, что оснащение нашего министерства именно последние 3 года велась усилена, и тем самым, что именно ликвидация последствий чрезвычайной ситуации именно удалось снизить именно материальные ущербы. Да? Я хотел бы остановиться, потому что полностью было оснащение всего парка МЧС. Это в том числе и пожарные, да, автомашина, это инженерная техника и летные, воздушные суда. Да. И я хотел бы привести именно яркий пример тому, что именно как она, оснащение помогло нашей стране. Если взять ежегодно, у нас происходит около 3,5, около 4 между этими цифрами пожаров. И на сегодняшний момент именно материальный ущерб мы смогли снизить до 50%. То есть это как объясняется? Объясняется тем, что во время пожара эти современные машины, да, они быстро прибывают, и объемом количества воды, которое они несут, раньше было 2 тонны, 4 тонны, и это на старых зелах было, но на сегодняшний день более мощная техника, оснащенная 8 тоннами, 6 тоннами минимум. И они прибывают, и, конечно, за короткое время они не дают распространяться огню и очень быстро локализуют и потом тушат пожары. Да? И это нам позволило именно снизить количество материальных ущербов. А в отношении инженерной техники, конечно, да, все селевые потоки, они именно сопровождались с большим объемом ущербов, да, объемом работы. И, конечно, здесь не обошлось без привлечения инженерной техники. И, конечно, именно
полностью обновленный парк инженерной техники на сегодняшний день нам позволило вот именно своевременно, оперативно реагировать на все возможные чрезвычайные ситуации. И, конечно, удалось уменьшить ущерб. Но один момент мы должны сказать, что среди бытовало мнение, то, что именно инженерная техника подходит быстро. У нас в республике действует государственная система гражданской защиты, и вот именно по алгоритму действий, вот именно по ликвидации чрезвычайной ситуации, первое время, вот первые 2-3 дня, это возлагается на органы местного самоуправления. Это где произошло, то есть они, если районный аким, губернатор, да, сейчас полпред президента в областях, они являются начальником гражданской защиты, и у них есть база данных всех инженерных техник, которые у них дислоцируются в этом регионе, и, конечно, они в первую очередь привлекают вот эту технику, а потом только после этого уже уже наша техника прибывает, потому что в плановой у нас есть работы, вся инженерная техника распределена по этим плановым объектам, и, конечно, чтобы одной инженерной техникой, один экскаватор или бульдозер перевести, то есть необходим трал, перевозчик вот этой большегрузной техники, он должен приехать, да, загрузить, и потом этим 30-40 тоннами, да, на борту он должен уже переместиться в зону ЧС. Вот такая схема, да. И вот то, что на сегодняшний день вот именно какое распределение вот этих инженерной техники, она осуществляется тем, чтобы они каждому региону было вот именно ближе, и в случае ЧС мы могли сократить плечо реагирования. А если говорить о ликвидации последствий ЧС с помощью техники, я правильно понимаю, что речь в основном идет о разборе завалов и расчистке дорог, дворов? Там комплекс работы предполагается, то есть, во-первых, мы должны локализовать распространение чрезвычайной ситуации, то есть перекрыть основные пути развития чрезвычайной ситуации. Она предполагает несколько видов, то есть это, во-первых, необходимо четко мы должны знать, что в каком направлении мы должны основной именно направление, если в отношении селевых потоков, то направить на безопасное направление. И в этом я хотел бы привести яркий пример, когда прорвало высокогорное озеро Зындан, да, наши прогнозные Кыргызгидромет и департамент мониторинга спрогнозировали, и после этого уже наш районный отдел, областные управления, они четко среагировали, и пока вот этот поток дошло до первых населенных пунктов, они отвели вот этот русло реки вокруг населенных пунктов и подключили к реке Тонг, да, и тем самым удалось предотвратить наводнение этих населенных пунктов Томского района. И я думаю, это четкий пример. И здесь мы применяем именно симбиоз, да, Кыргызгидромет на сегодняшний день неплохо дает прогнозы. Это по 3-дневным она дает прогнозы до 94%, потом 5 дней это где-то 93%, и 7 дней дает с точностью 91%. И эта полученная информация обрабатывается департаментом мониторинга, и в результате они выдают рекомендацию органам местного самоуправления, нашим именно территориальным подразделениям. И наши подразделения, они на основе этих рекомендаций, они уже реагируют.
А вы не могли бы чуть подробнее рассказать о методах прогнозирования? Вы сказали о прогнозах от Кыргызгидромета. Еще вот я прочитал пример, что глава МЧС в этом году рассказал, что удалось вовремя переселить жителей нескольких иссыкульских сел, и потом сошли сели. Мгм. Как строятся эти прогнозы? Здесь прогноз строится таким образом, то что именно предварительно дается прогноз на, как я выше сказал, на 3 дня, на 5 дней и на 7 суток, да. И сейчас в данное время Кыргызгидромет также работает на увеличение точности и, конечно, увеличение количества дней, да. И то, что данный прогноз, она подается одним из наших также ведущих департаментов, это департамент мониторинга и прогнозирования. Там уже на основе этих карт они располагают на карты и совместно с рельефом местности они уже предварительный прогноз они определяют и, конечно, выдают соответствующие прогнозы и рекомендации. Кроме этого, вот именно Зындан, высокогорные озера, на сегодняшний день у нас на пилотном режиме у нас вводится система мониторинга за высокогорными прорвоопасными озерами. Там присутствует также искусственный интеллект, и полученные снимки от космоснимков, они обрабатываются, и в случае изменения в составе вот этого высокогорного озера, то есть это увеличивается объем, территория, температура, то есть прозрачность, да, чем она мутнее, тем она данное озеро в движении и она наполняется. И если увеличивается объем масса, объем зеркала, то она в основном это ледниково-моренные озера, они обычно прорывают снизу, да, как пробка она выбрасывает нижнюю часть, и в результате этого она опорожняется, и внизу уже создается большой поток, который может смыть на своем пути все что угодно. Да? И, конечно, то, что вот в Зындане мы заранее смогли это спрогнозировать, отселить население, обвести вокруг населенных пунктов дополнительное русло реки, и в результате мы смогли вот именно предупредить большое количество чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, расскажите о планах по закупке новых технологий, новой техники по линии прогнозирования как раз. Мгм. Ну, сейчас по линии прогнозирования мы сейчас делаем напор, конечно, на вопросы предупреждения. Здесь, как я остановился, то, что именно с применением искусственного интеллекта, вот именно данный вопрос сейчас мы отрабатываем с Европейским Союзом, потому что в Европейском Союзе есть такая система Коперникус, и Коперникус это вот система, это совокупность спутниковых спутников и, конечно, обрабатывающих программных продуктов, да, эти спутниковые, и, конечно, получение от них действенных в случае вот таких изменений, резких изменений. То есть наш департамент мониторинга получает информацию, и она передается Центру управления кризисной ситуации, а Центр управления кризисной ситуации, она в свое время отвечает за оповещение населения, да, и она через средства массовой информации, через системы перехвата вот именно радиотелеканалов и передается по голосовым сиренам, да, по всем видам, то есть видам оповещения, она доводится до населения. И вот в этом на следующий год также вот именно министерство поставило задачу, чтобы
больше уделять внимание вопросам предупреждения. Сейчас в данное время по Кыргызгидромету мы сейчас ведем работу с Всемирным банком по реализации. У нас первый этап прошло по модернизации метеорологической службы. И сейчас мы прорабатываем вопрос второго этапа. На первом этапе у нас была полностью республика оснащена автоматическими метеорологическими станциями, гидропостами, системой обработки вот этих данных. И на втором этапе мы более такие мощные такие прогнозные инструменты мы рассматриваем, радарные установки. То есть если это проект выгорит, то тогда у нас будет такая хорошая система. То есть мы можем вот именно увеличить оправдываемость вот этих данных прогнозов от 94. 100, конечно, никто не даст, но все равно мы будем стараться, чтобы близко, чтобы было. И можно поделиться планами по закупке остального вида техники? Сейчас в данное время также наше министерство в рамках Всемирного банка мы начинаем реализовать большой проект, это «Резилент». Данный проект будет направлен именно на безопасный пропуск именно селевых паводковых вод. Это на больших этих трансграничных реках, это Кугар, это Кырадарья, это Кырым-Курсай, вот в этом направлении, и она предусматривает это как бы строительство берегоукрепительных дамб, и с возможностью, чтобы мы после этих строительных работ мы высвобождаем территорию под нужды сельского хозяйства. То есть сейчас как вода размывается и больше и больше подвергается эрозия вот этих естественных берегов. И, конечно, она расширяется, она после этого приходит в негодность. Поэтому мы хотим, чтобы с обоих сторон, чтобы четкая такая хорошие дамбы были, а вот то, чтобы не давая паводковым водам, чтобы привести к деградации вот этих остальных земель, да, и вот то, что высвобождающие земли, мы будем отдавать уже под лесонасаждение, мы будем отдавать это под сельхозкультуры, и в рамках этого проекта мы вот именно сейчас начинаем вопрос закупки, и я думаю, к концу этого года, с начала следующего года уже МЧС дополнительно приобретет около 80 инженерной техники. Да, и, конечно, это будет хорошим подспорьем вот именно в вопросах предупреждения. На фоне резкого изменения климата можно ли дать какие-то прогнозы на следующий год в плане стихийных бедствий в Кыргызстане? В плане стихийных бедствий мы сейчас везде мы уже как бы становимся очевидцами, что везде во всем мире количество чрезвычайных ситуаций она увеличивается катаклизмы, она не уменьшается, каждым годом она увеличивается, и потому что вот именно фактор развития человечества, она предполагает, что она, хотим мы не хотим, будут приводить вот именно деградация окружающей среды, это атмосферного воздуха, это увеличение температуры, это, конечно, это вот именно урбанизация, это рост промышленности, экономики. Они, с одной стороны, хорошо, но чревато с другой стороны, то, что мы вот именно это будет на грани разрушения экосистемы, и она предполагает, конечно, отрицательный эффект. Я приведу пример, потому что увеличение температуры воздуха, она предполагает то, что это приведет как бы интенсивному таянию ледников, деградация. На сегодняшний момент у нас вот именно за все время, вот последние, если 50 лет взять, то наши ледники сократились на 16%. Это большой темп.
таяния ледников, потому что Кыргызстан, вот именно в Центральной Азии, один из тех стран, которые обеспечивают водными ресурсами. Да? И кроме этого, увеличение голов вот именно сельскохозяйственного скота, она приводит к деградации пастбищ, лесных культур. Да? И у нас вот с начала 2025 года в наше ведение перешло лесная служба, и мы в данное время уже работаем с лесной службой по увеличению площадей леса. И, конечно, будем сейчас в данное время мы отрабатываем вопрос, то, что именно определить то количество сельскохозяйственного скота, которые будут пастись на пастбищах лесфонда. И, конечно, мы сейчас будем прорабатывать вопросы, чтобы определенное количество зашло вот на эти пастбища, и, конечно, и больше вот этих способностей, вот эти пастбища, да, чтобы мы не разрешали входить. То есть это в будущем она должна привести, чтобы от количества мы должны перейти уже к качественному вот именно фермерским хозяйствам, да, потому что у нас сейчас в данное время очень большое количество голов скота, если я память мне не изменяет, на сегодняшний момент где-то вот на лесные где-то 500 тысяч условной голов скота. Это одна условная голова скота, это на сегодняшний день либо одна корова, либо 4 мелкорогатого скота. Да? И вот таких где-то 500. А у нас где-то пастбища лесного хозяйства, она предполагает где-то 250 вот таких вмещает условную вот именно сельхозживотных, да? В 2 раза больше. И да, 2 раза больше. Поэтому мы, конечно, это огромная нагрузка на пастбище. И вот сели из чего, думаете? Потому что раньше она сели вот это дожди везде осадков, да? Они пропитывали землю, то есть это покров, вот травяной покров, она не давала, вот, чтобы вода уходила вот именно потоком. А на сегодняшний день нечего удерживать. И, конечно, вот эти пустыри, конечно, они предполагают, чтобы сели, пошли уже в населенные пункты. Да, и тем самым, конечно, большой ущерб в этом направлении идет. И если я правильно понял, это еще важно, потому что увеличение площадей лесов, потому что корни деревьев делают почву более твердой и не дают ей в случае селей за ней следовать. Все верно, да. Да, она все взаимосвязана. И сейчас по поручению нашего министра мы сейчас предполагаем, первое, то, что именно массовая посадка. Раз мы в прошлом году в Чубском районе, это вот где Хархара, Джайло, там мы посадили 300 гектаров на одном, то есть на одном участке. И вот данная вид работы, она была приостановлена со времен Советского Союза. То есть с переходом в МЧС мы поставили четкую задачу, потому что маленькими кусочками, конечно, мы не добьемся такого вот существенного роста, и поэтому мы находим места для массовой посадки. Да, и мы сейчас в данное время, в прошлом году, если на Иссыкуле сделали, в этом году мы делаем на юге, там есть лесное хозяйство Тосколата, и мы там предполагаем тоже посадить вот именно лесную культуру на 300 гектаров. Кроме этого, мы еще на 200 гектаров мы сейчас совместно с администрацией Челлабадской области мы сейчас в данное время подыскиваем место, где мы могли бы, то есть именно вот вблизи населенных пунктов, чтобы разбить
парк, да, не просто там лес посадить, а чтобы она также и была, служила нашему населению, чтобы она в парк была, и, конечно, тем самым мы будем как бы уже подрастающее поколение уже учить то, что необходимо, да, оказывается, можно вот такие парки необходимо восстанавливать, бережно относиться к природе, да, это приведет, я думаю, хороший даст эффект. Азамат Муратович, а сколько территорию, какую нам необходимо высадить деревьями, лесами? И за какие сроки примерно? Ну, у нас, в отличие от других, да, вот, например, от Российской Федерации и других европейских частей, да, потому что у них большая территория, естественно, лесами они заняты, да. У нас, если в Кыргызстане, если весь покрытый лесом площадь, если взять, то она составляет чуть более 6% от всего. То есть у нас не такие большие леса, и у нас очень крутые горы, да, во многих частях она ничего не растет, а ниже уже как бы это неравнинная местность, и, конечно, там есть естественные леса, но мы этому помогаем, чтобы увеличить вот это количество лесов, да, потому что чем больше у нас лесов, тем она поглощает вот углекислый газ, да, и если взять вот обязательства по сокращению выбросов в атмосферу, нам необходимо еще дополнительно, да, определенное количество должны мы лес, чтобы выйти на нулевую эмиссию, да, потому что каждое государство вот, в рамках Парижского соглашения мы взяли обязательство, чтобы каждая страна определенном количестве будет сокращать вот именно выбросы в атмосферу. И это двумя факторами, это уменьшение вот таких выбросов углекислого газа в атмосферу, это в экономическом отношении, это вот в рамках Бишкека вы видите, что все закупленные автомобили, да, автобусы, транспортные средства сейчас более предпочтение отдаются электрическим, газовым, да, которые не загрязняют атмосферу, да. И, конечно, это второй момент, то, что мы должны увеличить количество лесов. Поглощаемость мы должны увеличивать, да, и в этом сами очень большая работа сейчас предстоит, и в этом направлении сейчас в данное время республика работает. А вот часто говорят, если про Бишкек, что он строился северная часть и центр в том числе строился чуть ли не на болотистой местности, и деревья высаживали здесь издавна для того, чтобы эту почву в правильном смысле высушивать. Вы не могли бы рассказать, как на самом деле сейчас обстоят дела, потому что, вот, например, на проспекте Айтматова вырубают тополя, это многих беспокоит. На самом деле, какую оценку вы бы дали ситуации? Ну, по Бишкеку, конечно, это не прерогатива Министерства чрезвычайных ситуаций, чтобы давать там какую-то оценку, но то, что вы правы, раньше вот именно нижняя часть, верхняя часть, она более считалась не в отношении сейсмой безопасности небезопасным, и большое количество вот именно частного сектора, оно располагается нижний, вот центральный и нижний, да. И как вы сказали, что вот эти дубы, да, они, конечно, дубы, тополя, они, конечно, хорошо впитывают именно вот, грунтовые воды, и она вот именно помогала вот, по двум направлениям. Это вот, именно снизить грунтовую воду, потому что вот ниже бычка, там вот именно грунтовую воду, они располагаются выше, да, а сверху она более глубоко проходит. Поэтому это так. А то, что, конечно, вырубает тополя, конечно, они же, с одной стороны, я понимаю вот именно
органы местного самоуправления, это вот именно мэрии, да, потому что все эти тополя, они были посажены лет 50 назад. И, конечно, они многие уже состарели, и они стали, наоборот, вот именно более небезопасными в случае вот именно этих сильных ветров. Первые падают вот эти старые деревья, и они чреваты то, что вот именно недавно прошли вот такой сильный ветер, и если память мне не изменяет, то есть мама с девочкой, вот именно дочкой, да, они попали вот под эти деревья падающие. И вот в этом направлении, конечно, мы полностью, наши вот, парки, конечно, эти уже многие деревья устарели, и необходимо, конечно, обновлять. Но, конечно, я думаю, тоже у них, наверное, есть планы, да, в каком порядке они будут направляться. И поэтому мы думаем, что вот сейчас чуть-чуть надо потерпеть. Местное население, я думаю, не стоит там особо переживать. Я думаю, взамен срубленного, конечно, это должно предполагаться посадка новых деревьев. Несколько вопросов пришло от журналистов. Вы говорите, что планируется массовая высадка деревьев на юге. Когда планируется и на какой площади планируется высадить? Сейчас в данное время мы готовим почву, то есть она вот именно за зиму. Мы сейчас вот это лунки, да, для посадки места, она сейчас общими усилиями нескольких лесных хозяйств, МЧС также обеспечивает их палатками, кроватями, местами для размещения вот этих сотрудников лесхоза, да, и сами тоже МЧС, спасатели тоже помогают в этом направлении, чтобы подготовить почту. Они за зиму, они должны свою функцию выполнить, потому что вот это выкопанные лунки, они должны в первую очередь запастись влагой, то есть это снег, вода, талая вода, да, она должна вот именно больше содержаться, и когда весной мы будем сажать, то есть она долгое время она должна обеспечивать соответствующей влагой. И это будет на юге, это Джалабадская область, это лесхоз Тоскөл-Ата. Про намерение ограничить выпас скота на пастбищах. Каким образом будет вводиться ограничение? МЧС намерена внести предложение о запрете или ограничениях выпаса скота. Кто будет ограничивать, милиция, МЧС или кто-то другой? Мы сейчас, да, это мы сейчас вырабатываем такой механизм, где мы могли бы вот именно определить количество объема, да, которое вот это пастбище, который может выдержать, да. Больше, конечно, если мы будем направлять, то это приведет к очевидной гибели вот, экокультуры, да. Поэтому мы сейчас прорабатываем и будем работать органами местного самоуправления. Мы в прошлом году работали органами местного самоуправления, и, конечно, мы в некоторых местах добились того, что вот именно сократить количество голов, потому что они должны вот именно люди хотят вот именно где ближе все пастбища, да. Сейчас в данное время есть такие пастбища, которые дальние пастбища, да, которые в некоторых местах они не используются, потому что она далеко. И сейчас мы органами местного самоуправления будем прорабатывать вопросы. Это также является комплексным, потому что на дальние пастбища органы местного самоуправления должны обеспечить дорогой, мостами, да, чтобы вот чабан, он должен переместить туда все свое имущество, которое необходимо для летнего времени, и, конечно, отгон скота. И тем самым она вот ближе населенных пунктов пастбища, они будут более разгружены. Там никакая милиция не надо,
Там просто необходимо, мы будем отрабатывать у нас есть количество сельскохозяйственного скота, и мы просто будем определять количество, а вот именно которые земли лесфонда, там стоят шлагбаумы, и лесники, они будут, количество голов, они будут считать. И то, что свыше, мы будем стараться, что не допускать. Может быть, планируете штрафы вводить? Обязательно, да. Мы сейчас мы предполагаем увеличение таксы за вырубленное дерево. Мы сейчас на 2,5%, 2,5 раза увеличивается, и тем самым вот именно будут увеличиваться также арендные стоимости за использование земли лесфонда в целях туризма, да. Некоторые наши граждане берут в аренду, но с одним условием они дают, то, что именно на этой земле они должны бережно относиться к лесу, да, окружающей среде, и, конечно, они должны увеличивать количество посаженных территорий лесом, да, и некоторые они вот именно не выполняют свои обязательства. И вот тем самым вот именно с переходом лесхоза в МЧС мы проанализировали, сделали инвентаризацию всех договоров и расторгли более 600 договоров, которые не выполняют требования. И эту работу мы будем продолжать. И, конечно, мы будем, да, лучше лес требует даже не вмешательства, да, если даже не будем мы охранять, оберегать, просто оставим в покое лес, то она есть, у них функция по самовосстановлению, да, поэтому лучше пускай будет без туристов, без этих, но наш лес будет как бы в первозданном виде. А так мы будем стараться, конечно, и мы также будем работать с арендодаторами, будем работать с органами самоуправления, потому что у нас другой стороны нету, да, потому мы никуда не уйдем, поэтому мы должны бережно относиться к нашему богатству. Еще пишут журналисты по части селевых потоков на юге. Какие работы ведет МЧС по предупреждению селей? Отчасти вы ответили уже. И можно ли дислоцировать вертолеты на юге для того, чтобы в случае чего можно было эвакуировать людей вовремя? У нас воздушные суда, вот если взять с юга на север, на юг, она максимум час-полтора полета. Поэтому это, конечно, у нас они предполагают эвакуацию, но смотрите, да, вот именно с момента поступления информации о ЧС проходит определенное время. И это время достаточно, да, чтобы, если при необходимости, чтобы наши воздушные суда могли перелететь и, конечно, вести работу по эвакуации. Я думаю, это нормальный, хороший вопрос, но да, это направление мы будем отрабатывать. И по части предупреждения селей спрашивают. Можно по селе, вот смотрите, у нас две программы сейчас в данное время по республике работают. Первый, то, что именно капитальное строительство, это аварийно-восстановительная работа, да, это мы в этих местах, где потенциально опасных участках, мы строим капитальные дамбы. То есть они строятся на основе вот этих проектов, да, затрачивается большое количество денежных средств, да, там применяется инженерная техника,
там применяется проектирование, и там вот именно устанавливаются четкие такие требования, после чего вот именно комиссия, она принимает на баланс, да. И второй момент, то, что специальные предупредительные ликвидационные мероприятия, это вот именно с помощью инженерной техники мы предполагаем вот именно для обеспечения безопасного пропуска селевых вод, то есть это очистка русел, очистка селезащитных установок, это установка селезащитных дамб, да, но она временна, то есть это в этом году у нас прошло сель, и она сопровождается большими наносами, да, и после этого она заполняет вот это селеулавливающее сооружение, после чего она подлежит к расчистке. Вот сейчас в данное время мы полностью расчищаем, и вот сейчас последний момент остался, и до конца этого года мы полностью, где возможные сели, мы уже как бы приведем в безопасное состояние. И я хотел бы вот на следующий год вот, на основе тех чрезвычайных ситуаций, которые в этом году произошло, и мы, правительство на сегодняшний день, Кабинет министров увеличивает финансирование в этом направлении, да, около 250-300 миллионов сомов, она дополнительно направляется на строительство вот, таких сооружений, которые помогут нам вот именно безопасно провести вот селевые потоки. Будут ли закуплены вертолеты, предназначенные для спасения людей, эвакуации пострадавших, например, в горных районах? Если да, когда? Сейчас в данное время у нас есть 3 новых вертолета, да, один такие 2 еврокоптера и 1 Ми-8 тоже новый, да. Сейчас ведется работа с некоторыми странами по приобретению уже дополнительного вертолета. И я думаю, сейчас пока еще рано, но сейчас в данное время ведется работа, переговоры ведется. И в случае, конечно, вот именно, если мы найдем общий язык, да, с поставщиками, и, конечно, если будет соответствующее финансирование, то вот в следующем году мы предполагаем еще 1 вертолет, но сейчас пока еще рано об этом говорить. Вы говорите, что к концу года закупят технику, пишут журналисты. Какую конкретно технику закупят, по какой линии, и будут ли эти деньги выделяться из госбюджета или это будут гранты? Не, это будет в рамках проекта, это в рамках проекта совместно с Всемирным банком, да, на общую сумму где-то 8-9 миллионов американских долларов. Количество техники, это инженерная техника, это экскаваторы, бульдозеры, это погрузчики и необходимая техника для вот именно для строительства, для проведения берегоукрепительных работ. Общее количество где-то будет варьироваться от 70 до 80 единиц. Зван Муратович, вы вначале отметили, что этот год отличался от многих других тем, что большим количеством чрезвычайных ситуаций. С чем это связано? Во-первых, я думаю, это изменение климата, да, это мы точно знаем, потому что вот именно если мы раньше могли прогнозировать, да, вот именно они же связаны с гидрометеорологическими явлениями, и вот раньше вот именно прогноз на 3 дня, на 5 дней, если, да, на 7 дней, если давать, то тогда мы как бы такую планомерную работу мы могли вести. Но в прошлом году вот именно каждым годом оно увеличивается, то есть увеличиваются локальные дожди, да. Локальные дожди, она чем чревата, потому что его спрогнозировать очень тяжело. То есть в одном месте, вот смотрите, вот то, что
ваше произошло, где вот именно базар снес, да, несколько домов отдыха. И вот сверху, вот в этом хребте, вот только в том районе она вот именно за 2 часа она там дала за норму, превышающую 2,5 месяца. То есть за 2 часа она вот и ливневые дожди, она привела вот именно вот таким последствиям. И я думаю, и то, что на Иссыкуле произошло, сроду не было вот таких дождей, даже эти пожилые люди даже не помнят, да, когда такое случилось. Позапрошлом году тоже в Чубском районе, Иссыкульский район в этом году, да, все эти, конечно, результаты от локальных дождей, да, поэтому мы сейчас стараемся, чтобы более уделить внимание на вот этим явлениям, то есть это локальным дождям. И, конечно, вот именно одним из целей, да, совершенствования метеорологического обслуживания, это усиление Кыргызгидромета будут в этом направлении. То есть это спрогнозирование кратковременных ливневых дождей. Потому что они спровоцируют, во-первых, тяжело спрогнозируются, обильные осадки в одном месте, они спровоцируют еще вторичные факторы, это наполнение высокогорных прорывоопасных озер, да, и она сопровождается большими материальными ущербами, да, потому что раньше в этом направлении не было селевых потоков, да, и люди, они же изначально исторически знают, что и в этом направлении они как бы есть район развития, разрастания определенных населенных пунктов, они в этом направлении идут, а это направление, оказывается, находится под ударом, да, поэтому сейчас в данное время будем уделять внимание таким явлениям больше. А можно ли предсказывать вот такие дожди, когда вроде бы должен быть ливень, но, как вы сказали, за 2 часа выпадает норма осадков за 2,5 месяца? Угу. Ну, есть системы, которые позволяют, это вот именно радарная система, вот именно если мы радарная система, она вот именно она именно предназначена в основном вот именно для прогнозирования вот таких краткосрочных метеорологических явлений. Это в виде ветра. Ветра тоже вот именно очень тяжело спрогнозировать. Мы можем сейчас в данное время спрогнозировать вот именно за полчаса, да, и полчаса это очень как бы короткое время, и вот также и с ливневыми осадками. Конечно, мы будем стараться, чтобы вот такие системы, как радарные системы и другие системы, это увеличение количества метеорологических станций, да, увеличение сети спрогнозируемых вот этих станций, мы будем стараться, чтобы увеличить, тем самым вот именно дать точный прогноз. А можно узнать, сколько домов было разрушено в этом году из-за ЧС? Сейчас аварийные насчитывается 76 домов, то есть это полностью аварийные. И есть дома, которые уже подлежат к капитальному ремонту, да. И 2 раза это было на юге, которое когда было, и на Иссыкуле, да, Темировка. На это издан соответствующий указ президента о помощи там аварийным домам. Мы денежными эквиваленте дается 1 миллион, потом на капитальное строительство дается
500 тысяч, и каждому пострадавшему населению, то есть это человек, выдается по 100 тысяч. Да? И там есть погибшие тоже по миллиону. То есть в этом отношении, да, конечно, глава государства, кабинет министров, они четко помогают, своевременно издаются. Но еще раз говорю, да, конечно, это мы должны обезопасить себя. Мы до 2017 года мы выдавали суду 200 тысяч и возвратные, и 50 тысяч, 10 тысяч – это безвозвратные суды, да? Но с введением обязательного страхования мы это приостановили. И сейчас вот эти помощи издается только исключительно с поручения президента, председателя кабинета министров, да? То есть мы бы хотели призвать людей, чтобы они могли своевременно страховать свое жилье от чрезвычайных ситуаций. И, конечно, мы должны быть готовы ко всему. Пожалуйста, расскажите, по какой линии мы сотрудничаем с Россией? Ну, мы с Россией сотрудничаем с разных сторон. Если сказать МЧС, то мы сотрудничаем профильным нашим министерством. Это Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Мы сотрудничаем с Росатомом, потому что у нас в составе министерства на балансе состоит 60 хвостохранилищ, которые необходимо держать в безопасном состоянии. И в данное время сейчас мы по России, МЧС России уже в прошлом году мы на безвозмездной основе получили 40 пожарных автомашин, автоцистерн 6 тонн, высокопроходимые, и новый вертолет Ми-8. Да? А с Росатомом мы сотрудничаем в рамках СНГ. Там на 2 миллиарда 70 миллионов российских рублей на сегодняшний день рекультивировано хвостохранилище Кадисай полностью. И в данное время сейчас полностью рекультивация идет, завершается уже по Минкушу. В Минкуше там 4 хвостохранилища, и 3 из них переводятся на 4-ю, это дальние, то есть самые безопасные. Там все требования МАГАТЭ соблюдаются, и я думаю, к концу этому году уже мы полностью завершим по Минкушу. Кроме этого, кроме России, мы сотрудничаем также и с другими финансовыми институтами в этом направлении. Например, по хвостохранилищам мы сотрудничаем и в Европейском банке развития и реконструкции. Да? Там мы по инициативе именно Кыргызстана, МЧС Кыргызстана, мы внесли изменения в резолюцию ООН, создали счет экологической реабилитации, сделали всему миру, довели наши проблемы, связанные с хвостохранилищами. На сегодняшний день счет экологической реабилитации собрано около 46 миллионов евро. Из них где-то 28 на сегодняшний день они переданы уже для рекультивации хвостохранилищ Кыргызской Республики. Это также относится шахты штольни. Если Росатом берет хвостохранилище, то Европейский банк развития и реконструкции, она шахта штольни Минкуша, потом Шикафтар, там уже мы полностью завершили. И сейчас в данное время уже приступили к рекультивации в Майлысу. И сейчас с Росатомом, если мы в этом году завершаем в рамках СНГ межгосударственной целевой программы, то уже в прошлом году мы подписали совместное соглашение с Росатом на сумму 2 миллиона 100
14 российских, 2 миллиарда 214 российских рублей. И это в рамках этого соглашения будет также рекультировано еще 5 хвостохранилищ. И сейчас в данное время уже первые хвостохранилища, проектные документы проходят экспертизу. Я думаю, что к концу этого года мы уже завершим проектными документацией. И со следующего года уже начнем рекультивацию еще 2-3 хвостохранилищ. А сколько осталось у нас? У нас по всей республике, согласно по перечню, 92. Из них 60 находится вот именно на балансе МЧС. Если все рекультивационные работы, если учесть, то где-то мы 88% то, что находится на балансе МЧС, мы полностью рекультивируем. Да? А остальные 12 это более безопасном состоянии сейчас находится, но, конечно, и на них тоже будем искать соответствующий источник финансирования. Испытывает ли МЧС нехватку кадров? Обязательно, конечно. Хорошие кадры всегда они ценны, но сейчас в данное время тем самым увеличивается количество чрезвычайных ситуаций, увеличивается количество городов, населенных пунктов, и тем самым, конечно, увеличивается количество именно потенциально опасных участков, которые угрожают этим населенным пунктам. Тем самым, конечно, именно то количество спасателей, конечно, на сегодняшний день является недостаточным, но в этом направлении также ведем работу с кабинетом министров. Мы четко, эффективно располагаем наши внутренние резервы. Да, и я думаю, сейчас в данное время стоит мораторий на увеличение штатных единиц государственных органов. Я думаю, но внутренними резервами. И, конечно, мы дополнительно также уже оповещаем, ставим в известность и правительство, что необходимо дополнительные единицы. Это в отношении единиц, но еще есть подготовка кадров, да, профессиональных кадров, конечно. У нас большое количество тоже идет именно младшего персонала, да, то есть это специалисты, которые завершили учебу и которые поначалу, да, они хотят сразу же и больше, поэтому многие уходят в частный сектор, да. Поэтому, конечно, испытываем трудности в этом направлении, но сейчас мы готовим своих кадров в учебных заведениях Российской Федерации, мы готовим в Казахстане, мы готовим своих специалистов и здесь, в Кыргызстане готовим, да, но я думаю, в этом направлении уже дополнительно уже ведем работу, чтобы мы хотим, конечно, чтобы мы получили качественный такой персонал после учебных заведений. Когда планируется повышение зарплат для МЧСников? Ну, пока сейчас, в прошлом году она полностью повысились, в 2023 году. Намного? Да, конечно. Например, госслужба, им была повышена зарплата сразу на 200%. Да, и также военнослужащим, спасателям также была повышена заработная плата. Ну, конечно, да, жизнь на месте не стоит, да, инфляция идет, всегда будет не хватать тех денег, которые получают. Но в этом направлении сейчас именно пока работаем с кабинетом министров. Я думаю, сейчас это пока еще неизвестно, будет повышаться или не повышаться, но, конечно, те повышения,
раньше было вот, 20%, 30%, но с приходом, да, нового правительства, вот именно в 2023 году, одномоментно на 200% подняли. Это, конечно, это большое подспорье вот именно молодым нашим специалистам, потому что многие уже остаются уже служить в государственном органе, многие хотят быть военнослужащими. И, конечно, вот этот один из таких резонных объяснений является это повышение заработной платы. Строятся ли дома для ваших сотрудников? Раньше строились, сейчас нет. Сейчас полностью она перешла к ипотечному кредитованию. Сейчас государственная ипотечная компания. Вот порядка очередности наши сотрудники также могут участвовать в ипотечном кредитовании и за определенную сумму, то есть для государственных военнослужащих она определяется минимальная. Я думаю, увеличением количества жилого фонда госипотечной компании, я думаю, также вопросы, вот именно в вопросах обеспечения жильем, наверное, я думаю, отпадет. И у нас заключительный пункт про пожарных, Азамат Маратович. Как обстоят с ними дела? Хватает ли кадров, техники? Техника у нас, недавно мы посчитали, где-то мы приобрели новую технику на 126%. То есть раньше, если было у нас где-то 164 марки ЗИЛа, 2 тонны, 4 тонны, но мы за прошлый год мы купили, приобрели новую пожарную технику более 200 единиц. То есть в данное время у нас везде полностью заменены эта техника и обеспечение пожарных сейчас полностью и обмундированием, и экипировкой полностью как бы современное обеспечивает тем требованиям, которые необходимы. И я думаю, сейчас вопрос вот именно обеспеченности не стоит. И заключительное, как обстоят дела в Бишкеке, когда из-за хаотичной застройки пожарным трудно или вообще невозможно добраться до огня? Есть такие места. Основным это является наши большие базары, это Дурдой и вот связаны такого типа строений, да, конечно, они вот, во время пожара происходили пожары, и во время пожара, конечно, наша пожарная техника вот уже не смогла продвинуться. Это, во-первых, это базары, да, потому что это даже вот в микрорайонах вот из-за большого количества автомобилей, которые паркуются возле домов, то есть там остается колея, необходимая для проезда легковушки, а вот именно для больших автоцистерн пожарных, да, это является недостаточным. Конечно, вот зачастую иногда случается, что наши пожарные не смогли подъехать вот именно к дому, где горит квартира, и тем самым вот именно мы потеряли, то есть то необходимое время, которое мы могли бы локализовать пожар, да, и вот в этом направлении, да, конечно, есть у нас трудности. И вы можете резюмировать, Азамат Маратович, и мы закончим. Ну, резюмируя, я хотел бы сказать и обратиться нашему населению, конечно. Во-первых, один МЧС или же государственный орган ничего не смогут делать, потому что без определенного содействия со стороны населения, да, мы не можем вот, в каждом потенциально опасном участке или же
объекте мы поставить по спасателю инженерной техники или пожарной техники. Да? Здесь необходимо, конечно, это самосоздание надо, мы необходимо поменять и своей безопасности. Вот мы должны относиться более тщательным образом, да. У нас есть понятие, да, культура безопасности. Мы должны, конечно, качественно культура безопасности мы увеличить. Мы должны научить своих детей, мы должны быть обученными правильным действиям во время чрезвычайных происшествий, чрезвычайных ситуаций, как нам правильно действовать. И это, конечно, сильно помогает нашему министерству. Главное, что мы, главное, это же жизнь и здоровье нас и наших близких. Поэтому мы бы хотели призвать всех людей, да, быть готовыми. И в случае, конечно, чрезвычайной ситуации, да, вот именно обратиться МЧС своевременное поступление информации, конечно, нам дает тоже как бы хорошую фору именно в борьбе с стихийными бедствиями. А так мы желаем нашему населению благополучия, безопасности, и я думаю, наше министерство, как уполномоченный орган в области гражданской защиты, в области чрезвычайной ситуации, делает все требующее от нас. Большое спасибо вам. Спасибо МЧС за работу. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.